Альхамдулилля, все хорошо, по милости Аллаха. Как у вас там слышно, хорошо? Да, все отлично, баракаллаху. Альхамдулилля. Тогда, иншаллах, мы начнем наш урок в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Мы начинаем, иншаллах, тафсир. Сделаем дуа и начнем наш урок. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Начнем мы, иншаллах, из сурат Аль-Ихласа. Большинство мы будем ссылаться на тафсир Са'ди. И также будем брать знания из тафсира Ибн Касира, также из тафсира Джалалейна, баракаллаху фикум. И также книги, как правило, тафсира. Сначала расскажем о достоинстве суратуль Ихласа. Суратуль Ихласа, почему мы взяли именно суратуль Ихласа? Потому что мы решили дать тафсир именно последний джуз Корана. Последний джуз Корана это 30-й джуз. Последний джуз Корана это 30-й джуз. 30-м джузе почему? Потому что большинство читателей Корана читает этот джуз. Этот джуз читает как новички в исламе или сами тот, кто начинает изучать ислам, читать Коран. Они начинают с маленьких суратов Корана. И маленькие сураты в Коране именно находятся они в 30-м джузе. И большинство людей читают суратуль Ихлас. И те, кто любит, читает этот суратуль Ихлас, эта сура называется у нас, баракаллаху фикум, сура очищения веры или сура искренности. Очищение веры это имеется в виду, или искренности, быть чистым от многобожья, большого и маленького многобожья быть чистым. Этот смысл охватывает эта сура. Эта сура, баракаллаху фикум, суратуль Ихлас, она охватывает этот смысл. И в тафсире Ибн Касире приводятся разные версии, как версии имама Ахмад бин Хамбаля приводится, что один человек читал очень много суратуль Ихлас. Также его приводит имам ат-Тирмизи. Но однако, до этого, скажем, в версии имама Ахмада, одна из версий, что многобожники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, многобожники пророка Мухаммада спросили, расскажи нам о своем Господе. То есть, унсуб лана раббак, расскажи нам о своем Господе. Иудеи сказали, Узайр ибн Аллах. Узайр является сыном Аллаха, они сказали, иудеи. Христиане сказали, Иса ибн Марьям является ибн Аллах, сын Аллаха является, сказали христиане. И теперь пророк, саллаллаху саллям, его спросили, то есть многобожники спросили, а как они знали, христиане, иудеи об этом говорили, что Узайр ибн Аллах говорили иудеи, христиане говорили Иса ибн Аллах, сын Аллаха говорили, а пророк Мухаммад, саллаллаху саллям, теперь должен им рассказать об Аллахе. И Аллах послал в то время, это говорится также, причина неспослания этого сурата. Суратуль Ихлас также является сура мекканской сурой. Мекканская сура, то есть послана именно в мекканском периоде. То есть первые 13 лет пророчества Мухаммада, саллаллаху саллям, когда нужно было укрепить свою веру. И его спрашивают многобожники пророка, саллаллаху саллям, расскажи нам о своем Господе. И тут Аллах посылает «Куль хуа Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якуль лаху куфуан ахад». Эту суру. И начинается, в Коране начинается она таким образом. Бисмиллахир рахманир рахим. «Куль хуа Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якуль лаху куфуан ахад». И смысл этих слов: скажи он Аллах, скажи куль, это слово само по себе, повелительное наклонение пришло в арабском языке, скажи он Аллах единый. Аллаху самад, Аллах самодостаточный. Лам ялид ва лам юлад, он не родил и не был рожден.
Валям якуль лаху куфуан ахад. И нет никого равного ему, Аллаху Субхану ва Тааля. Итак, было ниспослано эти аяты из суры Ихласа. То есть сура Ихлас была ниспослана, как мы сказали, в Мекке. Однако в другом версии также приводится о достоинстве суры Ихласа. Хадис Бухари приводится. В хадисе Бухари, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, послал сария. Анна набия, саллаллаху алейхи ва саллям, бааса раджулян. Посланник Аллаха послал человека вместе с группой, то есть партизанская группа. Ан-Насария — это партизанская группа, и один из подвижников ставал он имамом среди этой партизанской группы. Фи салатихим фаяхтим, постоянно он заканчивал, как говорится, свою молитву, намаз, заканчивал этой сурой. Когда он заканчивал суру Ихласом, «Куль гуваллаху ахадам», этой сурой, то, что мы говорим, итак, сподвижники решили, когда они вернутся, они спросят пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, почему он каждый раз спрашивает, комментарии после будете писать, иншалла, после урока. То есть имеется в виду, вопросы будете задавать, также комментарии после. Человек был, как говорится, да, постоянно любящим эту суру, суру Ихлас. И он читал его часто, они начали спрашивать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Салюху ли айю шайин яснау залик?» Спросите, как они вернулись, спрашивали теперь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом человеке. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил этого человека. Фасалюху, они спросили, когда пророк Мухаммад сказал, это качество, то есть сифатур рахмани, эта сура является качеством милостивого. Этот человек его читал. Он спросил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этого человека, почему ты любишь эту суру? И он сказал, я ее люблю. И пророк Мухаммад ему отвечает теперь, сообщу тебе, Аллах сообщает, что Аллах его любит. Ахбируху, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщает этому человеку, что тот, кто любит суру Ихлас, Аллах его любит. Этого человека Аллах любит. Тот, кто любит эту суру. Также один брат мне рассказывал, одна женщина приняла ислам за эту суру, когда она услышала Азербайджанец один рассказывает про эту как раз суру. Один человек рассказал эту суру с переводом одной женщине. Эта женщина приняла ислам. Из-за этой женщины ее дочери также приняли ислам. И также, получается, из-за них стало очень много мусульман вокруг этой одной женщины. И причина что была? Причиной было, один человек рассказал смысл этого сурата, суру Ихласа, одной женщине. Вчера мне рассказывал один брат об этом, суру Ихласа. И так получается, ты думаешь, что ты мало делаешь да'вата, да? Призыва ты слабо делаешь, мало делаешь. Однако, если ты сделал ради Аллаха и правильно сделал причину, бывает, эта причина постигает прямо в цель. И эта женщина приняла ислам, дочери приняли ислам, через них другие начали принимать ислам, и много людей начали принимать ислам, баракаллаху фикум. Итак, суру Ихлас, она сура, как мы сказали, очищения или искренности, выявляющая искренность. В другом хадисе говорится, также в Бухари хадис приводится, достоинство этой суры, что хадис приводит от Анаса, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, один человек из ансаров, когда он вставал в мечети, Куба называется мечеть в Медине, فَكَانَ كُلَّمَا افتتح сура يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ. Каждый, когда открывает какую-то суру, он начинал читать суру Ихлас. В первую очередь читал суру Ихлас. Затем, говорится, в намазе имеется в виду, в каждом ракаате, когда он начинал читать Коран, первым он начинал читать суру Ихлас, вот этот суру «Куль гуваллаху ахад». Затем, «Хатта яфруга минха», пока не закончил он намаз. Он таким образом был. «Сумма кана якрау сурату ухра ма'аха». После этого суру Ихласа читал другие сураты этот человек. «Вакан яснау залика фи кулли рака». В каждом ракаате он этого делал. «Факаллама асхаба факалу», сказали его сподвижники, его друзья ему сказали, «Иннака латафтаху бихади сура». Ты постоянно открываешь суру Ихласом, то есть
другой суры не читает, а суру Ихлас читает каждый раз. «Аннаха туджзиука». И не сказали ему, достаточно тебе прочитать суру Ихлас, зачем читаешь другие суры еще? «Фаимма антакрабия», читай только одну ее, или другую суру читай, ему сказали. «Ма ана битарикия», он сказал, я ее не оставлю, он сказал, суру Ихлас. «Ана ахбаб ин ахбабтум», он сказал им, если вы хотите, то тогда оставьте меня, я не буду ставать имамом. А он лучше знал, знания лучше были у него. Я не буду вам имамом, он сказал. «Ваин карихтум тарактукум», если вы хотите, я оставлю, не буду вам имамом. Затем «Вакану ярауна аннаху мин афдалихим». Они думали, считали его самым лучшим, знающим человеком. И так он ставал им имамом. «Фаламма атахум наби саллаллаху салям», когда они пришли к пророку саллаллаху алейхи салям, они сообщили ему. Пророк саллаллаху салям сказал: «Ма ямнаука ан таф'аля ма я'мурука би асхабук». Почему ты не оставляешь то, что говорят твои друзья? Почему ты не читаешь одну суру? Почему ты каждый раз читаешь суру Ихлас? Я фулян, пророк саллаллаху салям сказал им, этому человеку: «Вама хамалика аля лузуми хази сура». Что тебя заставило читать эту суру постоянно? Фикули ракатым, в каждом ракате. И человек ответил: «Инни ухиббуха». Я люблю суру Ихлас, он сказал. Посланник саллаллаху салям отвечает ему: «Хуббака ияха адхалика аль-джанна». Из-за любви твоей к суру Ихласу Аллах тебя завел в рай. Представляете, пророк Мухаммад саллаллаху салям сообщает этому человеку, будучи живым, что Аллах его заводит в рай за любви к суру Ихласу. Потому что это является, как пророк саллаллаху салям сказал в другом хадисе, как мы сказали, хадис аль-Бухари, это является что? Сифатур Рахман, то есть описание милостивого нашего. Сифатур Рахман. Итак, дальше. Также приводится в хадисе, что пророк Мухаммад сказал, что сура Ихлас является третьей частью Корана. Почему? Потому что третьей части Корана рассказывается о единобожии. Коран делится на три. Единобожие, рассказы о единобожниках и их врагах. Другая часть, третья Корана, законы, которые мы должны жить, оживлять эти законы. Итак, дальше, третья часть Корана является сура Ихлас. Итак, человек тут, Аби Саида приводится этот хадис, хадисе Бухари, что фаламма асбах, когда человек встал утром, он начал читать эту суру. Вакана раджулу ятакалуха, факала набия саллаллаху салям, посланник Аллаха сказал тому человеку, кто читает: «Валлади нафси бияди, иннаху лата'дилу thuluthul Коран». Клянусь, чьей длани моя душа, что сура Ихлас является третьей частью Корана. Третьей частью Корана. Почему? Потому что он охватывает единобожие. Третья часть Корана — это единобожие. Дальше в другом хадисе говорится также в Бухари от Аби Саид аль-Худри, что пророк саллаллаху алейхи салям сказал своим сподвижникам: «Ая'джузу ахадукум якрау thuluthul Корана фи лейля». Вы сможете, из вас кто-то сможет прочитать третью часть Корана ночью? Вы сможете этого сделать? Сподвижники сказали: «Я Расулаллах, кто сможет этого сделать, третью часть Корана прочитать ночью?» И пророк саллаллаху алейхи отвечает: «Аллаху вахиду самад». Аллах является единственным, самодостаточным. Thuluthul Коран. Это является третьей частью Корана, сказал пророк саллаллаху алейхи о достоинстве Корана, о достоинстве суры Ихласа, говорит он, о достоинстве единобожия, говорит посланник саллаллаху алейхи. И тут также мы сказали этот хадис Бухари. В другом хадисе говорится также, чтение его обязательно заведет человека в рай. Иншаллах. Мы не сомневаемся. Хадис Абу Хурайра приводится, его приводит имам Малик, то есть от сподвижника Малик бин Анаса. Хадис приводится у Тирмизи, также Насаи. В хадисе говорится, что сами'ту Абу Хурайра якуль, я слышал, как Абу Хурайра говорит: «Акбальту ма'а набии саллаллаху салям». Я был с пророком саллаллаху салям. «Фасами'а раджулан якра».
Он услышал, как один человек читал «Куль хуа Аллаху ахад», суратуль Ихлас, как он читал. Итак, факала Расулуллахи саллаллаху салям, ваджабат, обязательно ему это будет. Культу, вама ваджабат, я спросил его, что ему будет обязательно, что это значит. Каля аль-джанна, ему будет за это рай. Не за игры, не за тратя времени, а именно за суратуль Ихлас. Также в другом хадисе приводится достоинство чтения частого суратуль Ихласа. Приводится хадис баракаллаху фикум, сборники Раваху Абу Дауд, Тирмизи, также Насаи. Что сподвижники сказали, Абдуллах бин Хубайб говорит, от своего отца он передает, асабана аташ ва зульма, фантазарна Расулуллахи саллаллаху алейхи бина. Мы жаждали, и была темная ночь. И мы ждали посланника, саллаллаху алейхи, чтобы он помолился с нами. И он вышел, фаахаза биеди, он взял за мою руку, факаля, куль, скажи, говорит. Фасакатту, я замолчал, говорит. Каля, куль, скажи, говорит. Куль, ма акуль, что мне сказать, он сказал. Куль хуа Аллаху ахад. Скажи, куль хуа Аллаху ахад. Валь муавизатейни, читай также муавизатейни, фаляк иннас, читай. Последний, 113-114 суру читай. Вахина тусбиху, вахина тумси, вахина тусбих. Утром и вечером читай по 3 раза суратуль Ихлас, суратуль Фалак, суратуль Нас, последние 3 суры из Корана. И это тебе будет достаточно на целый день. Если утром прочитаешь, на целый день достаточно тебе от всего плохого. Если утром прочитаешь на целый день, если вечером прочитаешь на целую ночь. И также оно защищающее имеется в виду. Также другой хадис приводится насчет дуаа. Дуаа смыслом суратуль Ихласа. Посланник, саллаллаху алейхи, этот хадис приводит нам асхабу сунан. Дуа, и как говорится, фаида раджун юсалли, он делал намаз, этот человек и делал такой дуа. Аллахума инни ас'алука би анни ашхаду ан ла илаха илlallah, ашхаду ан ла илаха илля ант. Аль-ахаду самад, аллади лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад. Каля, сказал посланник, саллаллаху алейхи, валлади нафси бияди, клянусь, чьей длани моя душа, лакад са'аля бисмихи аль-а'зам, он попросил Аллаха великим именем. Аллади иза су'иля бихи а'та, если человек просит Аллаха этим великим именем, то Аллах ему отвечает. Потому что это дуа, отвечающий на дуа. То есть эта фраза дуа отвечает Аллах на дуа, имеется в виду. Ва иза ду'я би аджаб, если ты просишь Аллаха, Аллах отвечает. Так что учите это дуа. Аллахума инни ас'алука. О Аллах, я прошу у тебя. Би анни, поистине я. Ашхаду ан ла иляха илля ант. Свидетельствую, что нету божества, достойного поклонения, кроме тебя. Аль-Ахад, единственный. Ас-Самад, самодостаточный. Эти великие имена упомянул он в своем дуае. Аллади лам ялид ва лам юлад, который не родил и не был рожден. Ва лам якун лаху куфуан ахад, и нету ему подобия ничего в этом дуае. И посланник, саллаллаху алейхи, сказал после этого эти слова: клянусь, чьей длани моя душа, если человек попросит Аллаха этим великим именем, Аллах ему ответит на его дуа. Также достоинство является, баракаллаху фикум, этого суратуль Ихласа, что хадисы Бухари приводится. Хадисы Бухари от Аишата, кана ида ава иля фираши. Посланник, саллаллаху алейхи, его жена рассказывает, что делал его муж. Когда он поднимался на постель, он читал суратуль Ихлас, суратуль Фалак и суратуль Нас. 114, 113, 112 сур имеется в виду. 112 суратуль Ихлас, суратуль Фалак и суратуль Нас. Читал и дул на них, на руки, и мазал себя, начиная с головы и полностью тела, чтобы Аллах его защитил от глаза, от порчи, от зависти, от колдовства, от джиннов, от шайтанов. И это оберегает человека, делает он себя, защищает себя, крепость себе делает он. И «Куль хуа ахад», «Куль а'уду би раббил фалак», «Куль а'уду би раббин нас». Эти 3 сураты читал.
Ямсаху бихима мастатаа мин джасади. Столько, сколько он мог, протирал себя свое тело. Ябду бихима аля раси, начиная с головы, как мы сказали, лицом. Вама акбаля мин джасади, лицевой стороны. Яф'алу залика саляса маррат. 3 раза. Прочитал 1 раз, протер, прочитал, протер, прочитал, протер полностью свое тело. И так дальше идет достоинство, как мы говорили, баракаллаху фику. Возьмемся за нашу, как говорится, основную теперь толкование Корана. Кто прочитает нам из братьев? Кто-то готов прочитать толкование? Братья, Ахмед, Абдурахман. Или мне прочитать? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум салам ва рахматуллахи. Я могу прочитать суру, просто сейчас я извиняюсь в дороге. Хорошо. Хорошо, я прочитаю тогда, если ты в дороге. Толкование. Смотрите, брат может прочитать, если можно, пожалуйста. Можно. Включи его. Вам нужно с тафсиром прочитать, шейх? Тафсира Саади. Тафсира Саади. Ну тогда он, наверное, у него нету под рукой. Хорошо, тогда я прочитаю, время у нас идет. Всевышний повелел говорить эти слова с твердой уверенностью и абсолютной убежденностью в истинность этих слов. Для этого человек должен быть осведомлен об их подлинном смысле. Аллах – единственный Бог. Его прекрасные имена и качества совершенны, Его деяния святы и лишены изъянов. И нет никого похожего на Него или подобного Ему. Он самодостаточен, и все обитатели небес и земли в высшей степени нуждаются в Нем и молят Его о помощи, потому что все его качества совершенны. Он всеведущ, и Его знание безгранично. Он терпелив, и Его терпение бесконечно. Он милосерден, и Его милость объемлет всякую вещь. Как аяте в Коране, «Рахмати васиат кулля шейин». Аллаха милость объемлет все сущее. То же самое относится ко всем божественным качествам. Совершенство Аллаха проявляется и в том, что Он не рождает и не был рожден. И поэтому ни в ком и ни в чем не нуждается Аллах Субхану ва Тааля. Его имена, качества и деяния превосходят имена, качество и деяния творения. Он великий и всеблагой. Таким образом, эта сура целиком проповедует доктрину о том, что только Аллах обладает божественными именами и качествами, то есть совершенными качествами. И на этом, иншаллах, мы закончим, как в аяте в Коране было сказано, мы вам привели. «Урахмати васиат кулля шейин», Аллах сказал. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, что со своей милости Аллах охватил всякую вещь, все существо, все существа, все творения. Аллах Субхану ва Тааля охватил своей милостью. И мы находимся под милостью Аллаха. И милость Аллаха делится, как мы вам объясняли в Акидатуль Васития и других местах. Милость Аллаха в общем смысле. Милость Аллаха охватывает всех людей и джиннов, верующих, неверующих, все творения охватывает милость Аллаха. Но особую милость Аллах дает только своим приближенным. Поэтому, чтобы приблизиться к Аллаху, нужно уверовать. Нужно быть искренним, и также нужно делать причины, то есть поклоняться Аллаху так, как Он узаконил. Через пророка Мухаммада, саллаллаху салям. Делать причины так, как узаконил Аллах. Не от себя сочиняй, не от себя делай что-то из видов поклонений. Не веди разных видов поклонений, не делай нововведений, не делай их. Будь искренен и следуй за пророком, саллаллаху салям, и с подвижниками. Как некоторые сегодня обсуждают, как дуа, истигаса говорят. Пророк, саллаллаху салям, и его сподвижники просили помимо Аллаха других мертвых или нет? Нет, не просили. Тогда на этом закончилось. Это путь пророка, саллаллаху салям, и его сподвижников. Начинают спрашивать, просить Аллаха, субхану ва тааля, нужно, или просить мертвых можно, спрашивают.
Нужно просить Аллаха. Мертвого просить это многобожье. Нельзя просить мертвых. Ни пророка, саллаллаху салям, ни праведников, ни джинов нельзя просить. Просто тема обсуждений бывает между людьми. Истигаса имеет сюда смысл. Коротко вам дам смысл. Истигаса просить в трудном положении у Аллаха. Пророк, саллаллаху салям, просил у Аллаха во время газватуль Бадра. Вместе с Абу Бакром, когда они стояли, «Хауин алейка, я Расуллах», говорил Абу Бакр, облегчи себе. Он просил у Аллаха, субхану ва тааля, чтобы Аллах дал помощь. Если они погибнут, если сподвижники погибнут, то не останется на земле единобожников. Он просил за них, если ты дашь погибнуть этой среде, то есть именно сподвижники, которые боролись в газватуль Бадри, не останется на земле единобожников. Они делали истигасы кому? Аллаху обращались. Но мертвым обращаться это является многобожье. Пророк, саллаллаху салям, и его сподвижники просили до этого пророков Ису, Моисея, Ибрагима, Нуха, Адама. Не просили. Это не путь пророка и сподвижников. На этом спор заканчивается даже, если люди обсуждают эту тему. Не говоря уже доводы Корана и Сунны. Баракаллаху фикум. На этом закончим. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Баракаллаху фикум.